Здравствуйте, это новости Татарстана. В студии Елена Зинатуллина. И вот о чем мы сегодня расскажем. Долгожданное голубое топливо. В Зеленодольске к сетевому газу подключили микрорайон, в котором проживают многодетные семьи. Тепло, это уют, это горячая вода. Подробнее в материале с Ириной Васильевой. Пример мужества и отваги. Быть героем — это же вот не то, что тебе присвоили и все, и ты на всю жизнь. Это каждый раз какой-то новый подвиг, это что-то внутреннее, что-то внутри. Что желает татарстанцам в новом году герой России Айнур Сафиуллин, расскажет Вероника Гайнутдинова. Что за гадость это ваша заливная рыба? Мне кажется, дракон мужского рода все-таки, да? Наверное. А что у нас любит сильный уверенный мужчина? Мясо. Что приготовить на новогодний стол, чтобы не услышать таких комплиментов, расскажет Алия Хайрудинова. Под Новый год чудеса случаются. Сегодня в Зеленодольске в микрорайоне многодетных семей запустили газ. Голубое топливо появилось в 56 домах. 3-километровую магистраль проложили по российской программе догазификации, которую инициировал Владимир Путин. Это стало настоящим новогодним подарком в преддверии Года семьи. Репортаж с Ириной Васильевой. Мы очень рады, что в нашем доме наконец-то есть голубое топливо. Этот день в семье Таловых ждали 4 года. Дом большой и просторный, его раньше обогревали электричеством. Максимально у нас были платежки по 15 тысяч, ну, в среднем где-то около 10 тысяч в месяц. Это в зимний период, потому что это еще и тепло в доме. Мы максимально экономили. Пришла информация о том, что наш район будут газифицировать. Естественно, мы в первых рядах подали заявку в Горгаз. В семье Таловых 3 детей, младшему 8. Говорят, теперь не надо тратить много времени для подогрева воды и приготовления еды. Перед Новым годом это действительно большой подарок. Очень здорово, что провели газ. Это действительно очень удобно что-то приготовить, когда приезжают гости. Сегодня у нас двойной праздник. К нам в дом провели газ, и мне исполнилось 16 лет. Празднуем всей семьей. Микрорайон многодетных семей расположен на окраине Зеленодольска. Новогодний подарок получили 56 семей. Их дома по президентской программе подключили к газу. Голубое топливо поступает по новой магистрали. Ее проложили за 1,5 года. Длина более 3 километров. Мы на сегодняшний день в России одни из лидеров. И у нас в республике 99% газификации. Но нельзя останавливаться и нельзя опускать руки, потому что в год вводится около 3 миллионов квадратных метров жилья. Остановишься, на следующий год уже можно не догнать. По программе догазификации, которую инициировал президент Владимир Путин, в Татарстане газопровод довели до границ 21 тысячи участков, подключили более 16 тысяч домов. По всей стране сейчас уже 500 000 практически жителей, 500 000 семей даже получили газ. Комфорт, уют в их домах, все замечательно. Проблем с финансированием нет. Программу догазификации в республике продолжат и в следующем году. Ирина Васильева, Рамзиль Гарипов, ТНВ, Зеленодольский район. В ближайшие дни в Татарстане ожидается снежная облачная погода, сообщает Гидрометцентр республики. Сегодня ночью температура опустится до минус 12 градусов. В выходные под влиянием циклонов в республику придут осадки в виде мокрого снега. Возможен туман и метели. Температура днем повысится до 0. На дорогах местами будет гололедица. Новогодняя ночь по прогнозу будет снежной, похолодая до минус 19 градусов. В первые дни января сохранится небольшой снег и морозная погода до минус 30. Новогодний подарок получили жители деревни Таллы-Буляк Азнакаевского района. Здесь открылся фельдшерско-акушерский пункт. В районе он стал 19-м, построенным по республиканской программе модернизации первичного звена нацпроекта здравоохранения. В деревне 200 жителей. Теперь им не придется ездить в райцентр за медпомощью. В этом году в муниципалитете построили 2 ФАПа. В ближайшие дни еще один пункт откроется в Муслюмово. Это очень нужный объект для нашей деревни, для деревни Таллы-Буляк, для населения. На сегодняшний день здесь такие хорошие условия. У нас и фельдшер, сейчас новый фельдшер, здесь с помощником работает вместе. Сдан последний долгострой Татарстана. Льготная ипотека останется частично. Нахабет стало словом года. Интернет-газета «Реальное время» опубликовала подборку самых важных и интересных новостей. Читайте сегодня.
В России продолжается сбор подписей в поддержку кандидатов на пост президента страны. По данным ЦИКа, желание баллотироваться изъявили 33 человека, в том числе 3 представителя парламентских партий. Николай Харитонов от КПРФ, Владислав Дованков от партии «Новые люди» и Леонид Слуцкий от ЛДПР. Владимир Путин самовыдвижение. С его сторонникам предстоит собрать 300 тысяч подписей. Сегодня их в его поддержку поставили женщины-депутаты Госсовета Республики из объединения «Мерхамет Милосердия». Сбор подписей продлится до 20 января. Накануне Нового года еще один татарстанец удостоен высшего звания Героя России. Золотую звезду из рук президента страны за свой подвиг на СВО получил Айнур Сафиуллин. Нашим корреспондентам удалось с ним увидеться, когда герой приехал в родную Казань буквально на несколько дней. Как он признался, это его первое телевизионное интервью. Почему Айнур стал военным, что думает о своем подвиге и что он желает татарстанцам, с Героем России увиделась Вероника Ганудзинова. Каждый раз, возвращаясь в город, очень радуюсь, потому что всякий раз он по-новому предстоит. Что-то новое отстраивают, я иногда теряюсь. Сегодня он не по форме и без медалей на груди. К нам навстречу Герой России, 28-летний Айнур Сафиуллин, пришел как обычный казанский парень. Но его сразу выдает военная выправка, собранность и сдержанность. В родной город приехал на несколько дней повидать семью. Сегодня видеть эту красоту очень приятно. Город действительно подготовили к праздникам. Все это красиво, радует глаз и какое-то тепло в душе. Айнур пошел по стопам отца, ветерана боевых действий в Афганистане. Сразу после школы ушел в армию. После окончил Московское высшее общекомандное училище с золотой медалью. Был кремлевским курсантом. Вот уже 3 года служит в Амурской области, куда попал по распределению на СВО с первых дней. Мы выполнили задачу, я был ранен, съездил в Мосон, так называемый, в госпиталь. Посмотрел, что там творится, сбежал и просто пошли на следующую задачу. Вот так коротко и сдержанно Айнур рассказывает о своем подвиге. Штурмовой отряд под его командованием освобождал населенный пункт. Вместе со служивцами больше 3 часов они сдерживали контратаку противника. Айнур был ранен, но, несмотря на это, организовал наступление, и бойцы выполнили задачу без потерь. Уничтожили больше 2 взводов, захватили иностранные противотанковые ракетные комплексы. 8 человек взяли в плен. Рассказывать особо я не люблю, честно говоря. Вот, потому что это что-то личное, что-то откровенное, и не только это мой подвиг, я вот такой, нет, это подвиг всего моего подразделения, каждого солдата, каждого офицера, который со мной был. Капитану Сафиуллину Айнуру Альбертовичу. За свой подвиг Айнур Сафиуллин удостоен высшего звания Героя России. Золотую звезду в декабре он получил из рук президента Владимира Путина. Для меня была большая честь получить награду из рук Верховного Главнокомандующего. Об этом, наверное, каждый только мечтает. Вот, и я мечтал, и это исполнилось. Была радость. Вот. А для меня это большая честь. Быть героем — это же вот не то, что тебе присвоили и все, и ты на всю жизнь. Это каждый раз какой-то новый подвиг, это что-то внутреннее, что-то внутри. Уже в Казани Герой России встретился с Рустамом Минихановым. На встречу с Раисом он пришел с родителями и супругой. «Скучаю по Татарстану», рассказал Айнур. В преддверии Нового года от Героя России поздравления всем татарстанцам. Поздравляю всех дорогих земляков, весь Татарстан. Особенно казанцев, город Казань, откуда я родом. Желаю в этом году только мирного неба над головой, ну и чтобы все ваши мечты и желания исполнились. Вероника Гайнудинова, Данил Филатов, ТНВ, Казань. Семья Владимировых из села Кощаково Пестрищинского района встретит этот Новый год в полном составе. Самым большим подарком для них стал приезд любимого папы и мужа. Дмитрий Владимиров проходит службу на СВО. Его краткосрочный отпуск как раз совпал с самым семейным и волшебным праздником. Как дела в школе? Да нормально все. У тебя как на работе? Все хорошо. Соскучился только. И я. Простые и такие дорогие сердцу разговоры. Спросить, как дела, и быть рядом с самыми близкими. Такой возможности у Дмитрия Владимирова не было 8 месяцев. Его мобилизовали в октябре прошлого года. И это его 2-я встреча с семьей. Отпуск бойца совпал с самым семейным праздником. Новый год будут встречать вместе. Ощущение, что не было долгой разлуки, признается герой. С семьей встретиться – это очень большой праздник. Для любого, наверное, для каждого. После такого расставания.
Приятно. Знаете, даже как будто вообще не уезжал, как будто ничего этого не было. Но то, что я оказался дома, это уже как бы для меня ценно. Встретиться с детьми, с женой, с родственниками, как бы это уже ценно. Новый год, можно сказать, вдвойне приятен. Дети от папы тоже не отходят. Сын начал учиться на права, дочка радует успехами в школе. Папа вернулся недавно, от него прям не отходим. Вот, спрашиваем, как у него дела, как вот там же жилось ему. Первая эмоция была радость, то, что вся семья в сборе. Естественно, это такая большая радость, то, что все вместе. Я была дома, спала и проснулся, он приехал. Но я сразу к нему выбежала, то есть начала обнимать, там, целовать, то есть привет, как дела, вот это все спрашивала, вот. Как-то все хорошо, то есть когда все вместе и душа на месте, вот. Собраться за столом вместе для Владимировых сейчас это самое главное и ценное. Для нас Новый год всегда семейный праздник. Мы всегда. Что ни что, но это все. Готовили мы тоже с ним всегда вместе. Как бы вот. Я вообще просто. Для меня это вообще подарок очень большой. Чудо. Чудеса бывают. Они понимают, отпуск скоро завершится. Их папа и муж продолжат исполнять свой долг. Алия Хайрудинова, Лисан Саитова, ТНВ, Пестричинский район. Росгвардейцы республики поздравили воспитанников Дербышкинского детского дома Казани с наступающим Новым годом. Они приехали на украшенном патрульном броневике. Перед детьми выступил кинолог и его помощник, служебная овчарка Дина. Она на радость публики нашла спрятанные предметы. В завершении праздника ребятам подарили новогодние сладкие подарки и прокатили на броневике. Дракон – настоящий мужской знак. Значит, заручиться его покровительством можно правильным новогодним меню. Как говорят шеф-повара, на столе обязательно должны быть мясо, фрукты, овощи и зелень. Все должно быть ярким, в приоритете продукты красного, зеленого, оранжевого цветов. Алия Хайрудинова просит всех к столу. По восточному календарю зеленый деревянный дракон – истинный гурман. Символ года любит яркие краски и острый вкус. Поэтому на столе должны быть самые свежие продукты – разноцветные овощи и пикантные специи. И сегодня мы готовим с певицей Анастасией Макаровой. Мне кажется, дракон мужского рода все-таки, да? Наверное. А что у нас любят сильные и уверенные мужчины? Мясо. Мясо. Поэтому мы сегодня готовим треугольники. Испечь треугольники для дракона мы решили не просто так. Во многих восточных мифах дракон – прародитель человечества. Он охраняет мир и покой на земле и любит национальную кухню. Дракон, он имеет какое-то отношение к нашей республике. Например, можно увидеть дракона в нашем городе около центра семьи. Казан, да. Еще где у нас драконы? На территории Кремля. На территории Кремля. На гербе Казани. Поэтому мы, чтобы задобрить дракончика, который скоро к нам прилетит, решили приготовить треугольники сегодня и надеть свои самые яркие наряды. Режем картофель, лук, мясо. Его лучше выбрать красного цвета. Сегодня можно не жалеть специй. Традиционным блюдом символ года тоже будет рад. Селедка под шубой, оливье, холодец, заливная рыба. Все к столу. Мы жили в маленьком домике. И для нас большим праздником было, чтобы на столе оказались вот эти вот самые салаты, тортик какой-нибудь. Времена были разными абсолютно. Для меня уже было праздником, что на столе есть классная еда, которую мы не кушаем каждый день. После начинаем лепить треугольники. Раскатываем тесто, защипываем края и затягиваем песню. Симада, мимада, житешек, житешек. Треугольники готовы, отправляем в духовку на час. Чтобы ожидание не было томительным, пускаемся в пляс.
Наши треугольники готовы, смазываем маслом и садимся за праздничный стол. Его лучше украсить яркими фруктами и ягодами. Это точно понравится дракону. А вот от грибов лучше отказаться. На Востоке они ассоциируются с проблемами и заботами, а их точно нужно оставить в уходящем году. Алия Хайрудинова, Алмаз Зиединов, ТНВ, Казань. Дракон в Китае – символ императорской власти. Он несет в себе стремление быть в центре внимания, блистать и завораживать окружающих. Поэтому скромные образы лучше оставить для другого года. Пайетки и меха, стразы и блестки в макияже и маникюре. В чем встречается 2024, чтобы задобрить дракона с самого порога? Сейчас узнаем. Новый год мы встречаем, конечно же, ассоциацию у нас с драконом. Это зеленый цвет, это красный цвет. Также спокойные оттенки остаются, более понятные. Это белый и черные цвета. Еще много пайеток. Они с нами не первый сезон и уже адаптировались к гардеробу. Ярко мерцают брюки, юбки и платья. Сочетать их можно самыми разными цветами и фактурами. Ту же рубашку можно уже черного цвета сочетать поверх вот этого платья. Платье также можно сочетать поверх платья, можно сделать огненный красный цвет. Смотрите, как красиво это будет сочетаться. Еще и здесь вы добавляете аксессуары, обыгрываете. Будет много меха. Вернулись шубки, как длинные, так и укороченные. В тренде гипюр. Он выглядит женственно и дорого, сочетается с базовыми вещами, например, удлиненным пиджаком. Самые актуальные юбки длины миди, но есть и альтернатива. Очень красивая юбка, которую я очень сильно люблю на девушках, это юбка-баллон. Такая также, немножечко у нее здесь вот такой идет загиб, как облачко идет. Очень красиво сочетается абсолютно с разными вещами. Мир в целом идет к тому, что мы переходим к осознанному потреблению. И лучше вещи, конечно же, выбирать, чтобы вы их потом также могли применять в своем гардеробе. Мы делаем волны. Это тренд 2024 года. Локоны и волны хороши для любой длины волос, придают легкости и изящности. Украсить прическу можно блестками или заколками. Элегантные варианты есть и для прямых волос. Гладкие пучки, гладкие хвосты. Также у нас возвращается голливудская волна и легкий объем, легкие волны. Символ года оценит яркий макияж. А еще драконы знают, как любителя драгоценных металлов. Время использовать серебро, золото и блестки. В новом году будут тренды на стрелки. Стрелки могут быть графичные и также яркие, то есть разноцветные. Дракон – это яркий, блестящий, экстравагантный, в то же время изящное существо. Поэтому мы именно в новогоднюю ночь не жалеем страз, не жалеем блестки, красимся от души и с хорошим настроением встречаем Новый год. Без блеска не обойтись и на ногтях. В праздник популярны дизайны с блестками, втиркой, светоотражающие покрытия. Символ года можно порадовать и в маникюре. В этом году актуальны все оттенки зеленого, красного, золотого, серебряного. Дизайны различные с элементами драконьей чешуи, разных наклеек. Символ года любит яркость, праздник и богатство. Но властный и требовательный дракон не потерпит небрежности, поэтому наряд лучше заранее отгладить и встречать Новый год с иголочки. Лина Знатульна, Адель Миндубаев, Данил Филатов, ТНВ, Казань. В преддверии Нового года мы все вспоминаем главные события уходящего. Подводим итоги, радуемся достигнутым целям, перебираем счастливые моменты, делимся планами на следующий год. В стране не остались и мои коллеги из редакции новостей. О главных событиях в работе и личной жизни они сейчас расскажут. Хороший год, удачный, особенно в завершении его, неожиданного для себя. Я стал заслуженным работником печати и средств массовой коммуникации. Это прекрасно. Вообще, год кролика – это мой год, поэтому я на него возлагала огромные надежды. Многое сбылось. Во-первых, я купила себе квартиру. В этом году у меня был большой карьерный рост, я стала ведущей новостей Татарстана. Но вот одно не сбылось. Очень хотелось выйти замуж, но надеюсь, что год дракона мне обязательно принесет уже мою судьбу. Главное событие. Впервые побывал на пресс-конференции Владимира Путина в Москве. До этого только смотрел по телевизору. А сейчас оказался внутри этого события. Впечатлений было море. В этом году я бросил курить, курил 8 лет, в этом году решил бросить и начать здоровый образ жизни. Действительно, этот год был богат на разные события. Что касается работы, то мне стали доверять более тяжелые, проблемные сюжеты. Говоря о личной жизни, в этом году я вышла замуж, поэтому уверенно могу сказать, что этот год был самым счастливым. Наверное, одним из главных достижений в этом году, году кролика, я считаю приобретение своего собственного жилья. Квартиры. Сейчас не придется тратить деньги на съем. В этом году мне посчастливилось много путешествовать. Если по работе я ездила в командировки в разные регионы, где проживают наши соотечественники, то с семьей я побывала в исторических местах нашей страны. Это на озере Байкал и на
Эльбрусе. В этом году состоялись мои первые командировки. Мы были в Курганской и Астраханской областях. И то, что меня порадовало и вдохновило, это то, что татары, где бы ни были, всегда дружный и сплоченный народ. Несмотря на то, что мы очень много работаем, находим время и для отдыха. Я люблю путешествовать, и в этом году сбылась моя заветная мечта. Я посетила Алтай. Это невероятной красоты природа, мои любимые горы, реки и настоящее место силы. В следующем году всем желаю больше путешествовать и получать яркие эмоции. Зажигательные танцы, фантастические герои и праздничный салют. В Нижнекамске открылся елочный городок в парке нефтехимиков. Это событие собрало сотни горожан. Поздравить нижнекамцев приехали известные артисты, жонглеры, ходулисты и акробаты. Волшебный праздник организовало нижнекамское предприятие «Сибура». Мы начинаем! Сотни нижнекамцев ведут обратный отчет до открытия елочного городка в парке нефтехимиков. Традиционно это одно из любимых мест горожан. Сегодня здесь повсюду царит атмосфера волшебства и праздника. Мне этот праздник очень нравится. Здесь красивая музыка, можно потанцевать и веселиться. Сейчас мы пройдем, посмотрим все аттракционы, которые здесь есть. И обязательно где-нибудь покатаемся. Поиграем. А почему так грустно? Может быть, на лошадке, да? Для гостей поют известные коллективы из Казани, Нижнекамска, которых пригласил Нижнекамск нефтехим. Юных горожан развлекают фантастические персонажи. А еще в программе фокусы, акробатика, жонглирование, ходулисты, катание на пони и, конечно, горячий чай. Пока взрослые согреваются, дети в очереди на горку. На дорогах зимой не увидим льда. Желающих прокатиться с ветерком было настолько много, что очередь стала длиннее самой горки. Мы вообще так-то редко ходим на елки, но в этом году я решила все-таки, что нам надо прийти. Сегодня очень отличный день и праздник замечательный. Народу много, весело. При поддержке нижнекамского предприятия «Сибура» в парке построили детские горки, ледяные фигуры, смонтировали сцену для новогодних представлений. Ранее в сквере восстановили брусчатку, детские комплексы, обновили фитнес-площадку парка. С наступающим Новым годом жители поздравило руководство предприятия и города. Мира вам, мира вашим семьям, нам стабильности. Уверен, впереди замечательный год предстоит. Даст новые возможности, даст новые эмоции, краски. С Новым годом! Наша промышленность – это наша гордость. Буквально 2 недели назад состоялось открытие комплекса галоботилкаучика. Это производство, которое на 100% покрывает потребности всей страны и 25% всего мира. Не это ли гордость? Новые комплексы Гексена, F600, то, что сегодня вкладывает компания – в модернизацию заводов, не это ли наша гордость? Главное украшение городка – высокая новогодняя елка. На счет 3 лесная красавица зажигается новогодними огнями, а в небе сверкает салют. Радик Фархулин, Алена Струминская, Лесян Саитова, ТНВ Нижнекамск. Елабуга преобразилась к новогодним праздникам. Улицы города, парки и скверы украшены гирляндами. Разноцветные огни и красочные фигуры горят на фасадах домов, предприятий и организаций. Деревья благодаря новогодним нарядам приобрели праздничный вид. Не уступают в убранстве и села Елабужского района. Жители возле своих домов слепили фигуры из снега. В селе Старый Куклюк установили передвижную елку. Со своим изобретением Иван Мельников ездит устраивать Новый год для пожилых в отдаленных деревнях. Это вот Атиаза, Мешковраг, Нижний Куклюк, где поздравляем бабушек, которые живут одни там. Они очень довольные, говорят спасибо. Некоторые даже ревут, потому что елка к ним приехала. Там не только елка пустая, там еще Дед Мороз, Снегурочка, маленькие подарки скромненькие. В новогоднюю ночь наш телеканал подготовил для своих зрителей праздничную программу. В 7 вечера начнется выпуск «Башуаткыш». В 9 – музыкальное шоу «Жирлы Гале». За 2 часа до полуночи специальный фильм об итогах этого года для Татарстана. В 22:30 состоится премьера мюзикла «Возвращайся, Дед Мороз». По сюжету главный символ, уснувший в новогоднюю ночь 2000-го, просыпается и открывает для себя изменившийся мир спустя 24 года. После музыкального представления в 23:50 традиционное новогоднее обращение
возвращению Рустама Минниханова, а за 5 минут до боя курантов выступит президент страны Владимир Путин. После начнется праздничный концерт. Телезрители увидят настоящее шоу. Свои хиты исполнят звезды татарской и башкирской эстрады. ТНВ будет создавать новогоднее настроение всю волшебную ночь. Это были новости Татарстана. Еще больше информации в нашей группе ВКонтакте и телеграм-канале. Сейчас прогноз погоды с Наилем Дзехате. Завтра итоговый выпуск программы «Новости Татарстана». Вместе с вами вспомним главные события 2023-го. До встречи. Здравствуйте! Исянмис в Татарстане в предстоящие сутки осадков станет чуть больше. Погода неустойчивая. Подробнее через пару секунд. Министерство по делам молодежи Республики Татарстан запускает цифровой психологический сервис поддержки молодежи. Набери help-online-rt.ru и получи бесплатную квалифицированную помощь психолога в режиме онлайн. Выход есть всегда, помощь рядом. По данным сервиса Яндекс.Погода, в высокой горе Арске и Кукмаре будет облачно, пройдет снег. Температура минус 5-7 днем и 7-10 градусов мороза ночью. В Буинске, Апастово и Тетюшах тоже пасмурно. Днем до 1 градуса тепла, ночью от 1 градуса мороза до 1 градуса тепла. В Чистополе, Нурлате, Новошишминске погода отличается. Днем будет от +1 до -3, ночью от +1 до -4. Будет облачно, местами снег. В набережных Челнах, Менделеевске и Агрызе облачно. Осадки в виде снега. Днем от -6 до -9. Ночью от 8 до 13 градусов со знаком минус. В Альметьевске, Азнакаево и Урусу днем 0, -1. Ночью от 0 до 2 градусов мороза. Здесь тоже осадки в виде снега. В туристических городах нашей республики погода тоже неустойчивая. В Свияжске облачно. Снег. Температура днем -4. Ночью -6 градусов. В Болгаре также пройдет снег. Здесь +1 днем и 0 градусов ночью. В Елабуге холоднее, -6 градусов днем и -7 ночью. Здесь также обещают снег. В Казани будет пасмурно, пройдет снег. Температура и днем, и ночью примерно одинаковая. Она составит 4-5 градусов мороза. Давление ниже нормы, 741 мм ртутного столба. Ветер восточный около 3 метров в секунду. Влажность высокая, 94%. Магнитное поле Земли спокойное. В новогоднюю ночь синоптики дают практически такой же прогноз. На этом все о погоде. Хорошего всем настроения. До встречи!